2022 год аграрии республики предлагают объявить годом села, чтобы сельскую инфраструктуру развивать всесторонне. Эту мысль озвучили сегодня в Госсовете Коми на круглом столе, посвященном мерам господдержки сельского хозяйства. Профильное министерство, депутаты парламента и сельхозпроизводители обсуждали возможность увеличения финансирования на субсидии. Сколько денег нужно дополнительно, узнала Елена Кононова. Сельское хозяйство – самая трудоемкая и низкорентабельная отрасль. Здесь не последнюю роль играет непростой климат севера. Особенно это касается молочного животноводства. Поэтому без господдержки аграриям региона пришлось бы несладко, отмечают участники круглого стола. Сегодня в Коми субсидии предоставляют по 30 различным направлениям. Предприятия пригородные, к примеру, дотации получают на молоко, приобретение кормов и племенное дело. Это дает возможность держаться на плаву. Но в этом году, как говорит руководитель хозяйства, катастрофически выросли цены на концентрированные корма почти на 24%. Поэтому произошел резкий скачок себестоимости продукции. Однако цены в розничной торговле поднять непросто. Мы не можем этого сделать по причине того, что существует рынок, существуют сетевые компании, которые просто не допустят роста цен. Они просто перестанут работать с нами, как с поставщиками молока. Вот и все. Если мы не имеем возможности это молоко продать в сетевые компании, то тогда мы остаемся вообще без ничего. Поэтому мы вынуждены, если поднимать цены, то очень медленно и осторожно, очень большой период времени работая себе в убыток. И в таком незавидном положении оказался не один пригородный. Аграрии надеются на помощь государства. В самом же профильном ведомстве готовы идти навстречу. Но из-за ситуации с пандемией в Коми финансирование господдержки отрасли значительно сократилось. К примеру, размер компенсации затрат по приобретению той же мелиоративной техники был уменьшен с 70% до 40%. Это сильно ударило по карману сельхозпредприятий, которые покупали трактора в лизинг в 2020-м. А в 2021-м для предоставления субсидий на техперевооружение предусмотрено в 7 раз меньше, чем в прошлом. По словам министра, сегодня не хватает средств сразу по нескольким направлениям господдержки. Всего 168 миллионов рублей. Там несколько статей расходов, на которые не хватает. Да? Они у меня в папке указаны. Да? Основные меры поддержки – это мы оставляем, какие они были, какие они есть. Это и субсидии на произведенную продукцию, и на корма, и на техническое перевооружение, и на мелиорации суммы предусмотрены, на межевание пастбищ, да, я подчеркнул особо, потому что значительная часть нашего сельского хозяйства на севере – это оленеводство. Депутаты тоже готовы подключиться к решению этой проблемы. Времени не так много. Уже в апреле очередная сессия, где будут рассматривать изменения в региональный бюджет. В адрес Министерства финансов региона уже направлены предложения о потребности в дополнительных расходах. Главная задача – сохранить объемы господдержки аграриев на уровне прошлого года. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.